Но этот спектакль музыкальный был написан композитором известным советским, азербайджанским Узаиром Гаджибековым. Это было давно, много лет тому назад, и она стала мировой классикой, потому что ее ставили около 100 театрах мира. Она была переведена на 100 языках мира и была очень популярной постановкой во всех театрах, где она не стояла. Поэтому и даже в нашем Якутском драматическом музыкальном театре когда-то давным-давно тоже режиссером Анны Ивановны Егоровой, по-моему, если память не изменяет, да, эта постановка тоже была когда-то поставлена. Но она долго, по-моему, не шла. И вот года 2-3 назад в нашем Государственном театре эстрады режиссер Валерина Бурнашова поставила Аршин Малалан. И состав артистов состоит из артистов театра эстрады. Вот Варя Манатова, Константин Степанов, Алена Яковлева-Дива. Главные роли. Главные роли они. И Александр Бурнашов, Айгалан, Иннокентий Лебедев, Ческырой. Вот такие яркие артисты у нас поют и танцуют, и все очень интересно. Да, и привлекает этот спектакль тем своим, красочностью, да, костюмированностью, и яркой такой постановкой. И именно еще большое внимание, мне кажется, привлекает то, что этот спектакль играют не драматические актеры, да, профессионально, а именно вот артисты эстрады. И живущие далеко, они постоянно не посещают театры столицы, да? А столичные зрители – это более избалованный зритель, поэтому они всегда сравнивают. Например, сравнивают спектакль Сахатеатра со спектаклем театра эстрады. Но это тоже интересно. Но и там, и в районах тоже очень такая непростая, но хорошая, теплая публика, мне кажется. Очень интересно, потому что это не единственный спектакль нашего театра. Уже много у нас мюзиклов, поэтому и каждый мюзикл, который проходит на сценах нашей республики, вот нашего театра, да, при полных аншлагах, это очень радует. Народ аплодирует стоя своим кумирам, популярным якутским актерам, артистам, да, певцам. Поэтому как-то это вдохновляет нас. И как-то еще играть хочется побольше. Так как Аршин Малалан – это музыкальная комедия. А комедию играть это очень сложно. Самый такой сложный жанр вообще в искусстве, да, поэтому и сама сложнота нам как-то интересно играть. Ну, моя роль в этом спектакле, я играю племянницу главной героини, то есть подругу главной героини, племянницы нашего Султанбека. Я Султанбек. В общем, моя роль очень, она интересная, она яркая, своеобразная, она очень капризная, такая тоже очень хочет любить, влюбляться. И вот это как раз по моей настроению, поэтому, в общем, очень интересно. А моя роль отца, такого аксакала, большого мудрого человека, да, который тоже остался вдовцом, но хочет тоже жениться. Но в конце концов, как бы его мечта сбылась, и он нашел свою половину Джахана, да, которую играет наша Тамара Попова, Анастасия Готовцева, поэтому у нас, мне кажется, тоже играть очень интересно. И друг другу нам очень помогают наши артисты, но мы сами себе помогаем, потому что каждый спектакль, он открывает что-то новое. Такие были постановки в нашем театре лет 10 тому назад хотя бы, да, мы бы сейчас совсем многого бы достигли, то вот года 3 уже играем, да, это уже как-то, мне кажется, мы набираемся опыта. Да, опыта. И мы очень многому учимся у наших артистов драмы, посещаем их спектакли. Они, конечно, молодцы, большие профессионалы, поэтому всегда у них мы очень многому учимся, Мне кажется, нет. Наоборот, после мюзиклов просто выступать, как мы раньше пели, да?
как-то, вот знаете, ну не скажу, что неинтересно, да, все-таки спектакль и спектакль. А песни петь, вот, например, выступать на сцене, это совсем другое. Но как-то нам хочется больше играть, оказывается, да, Валя? Очень интересно. Это очень интересно, потому что мы себя почувствовали как настоящие артисты, прямо в гриме, в костюмах выходим, да, это очень хорошо, ярко. Это новье, нашему зрителю это новье, поэтому очень нравится. И хочется, конечно, чтобы публика еще ходила, еще будут у нас новые постановки, потому что у нас театр стал репертуарным, большие планы у нас. Хочется еще какого-то нового здания своего иметь, да, чтобы регулярно шли такие спектакли. Ну, мечта есть, конечно. Критика – это, конечно же, зрители, наши любимые зрители, наши поклонники. Они всегда заполняют зал и приходят и аплодируют. Это самое главное. Ну да, наверняка у нас в республике есть музыкальные критики, да? Ну, кто-то пишет свое мнение. Это хорошо, потому что этому надо тоже, ну, когда ругают, да, надо всегда быть готовым. Поэтому все равно мы не обижаемся. Иногда, конечно, бывает и вы так, вы не так сам спел, кто-то не так вышел. Такое, конечно, мы живые люди, поэтому к критике относимся очень хорошо. Нормально, можно сказать. Да, она очень строгая. И она очень, сама же артистка, у нее очень 2 высших образования, да, театральных. Поэтому она нам очень сильно помогает и сама же показывает эти роли, и сама же все играет, как нам все это делать надо. Поэтому нам было с ней очень легко, и мы от нее очень много учимся, и по сей день, и каждый день мы уже друг другу помогаем. Конечно, планов много. У нас регулярные выезды по проектам Министерства культуры нашей республики в северные районы. Да? Это очень труднодоступные, дорогостоящие авиабилеты, перелеты. Но иногда, каждый год наши артисты мы посещаем по несколько северных районов. Это очень даже радует. Раньше такого не было, да, Варя? Поэтому впереди у нас тоже множество гастролей ждут, спектакли, выездные спектакли будут. Потому что вот сейчас в средствах массовой информации, вот сейчас в Инстаграме, да, пишут, народ пишет, что нас везде ждут и приглашают. Это очень отрадно, хорошо, нам нравится, и мы хотим туда ехать, нашим зрителям. Хоть их там мало человек, хоть там 50-100 человек в зале сидит, все равно мы хотим для них играть. Ну, сейчас, если это популярное, потому что я сам слежу ежедневно, что пишут, кого ругают, кого хвалят, да. Поэтому я желаю читателям, зрителям, слушателям, нашим самым любимым зрителям, чтобы они всегда ходили на наши спектакли с хорошим настроением, потому что мы играем только для вас, и мы желаем с наступлением прекрасной весны на нашей родине хорошего настроения, бодрости духа, побольше хороших теплых аплодисментов, улыбок в зрительном зале. И, ну что сказать, ждем всех наших дорогих зрителей на наших мюзиклах. Вот 20 апреля в Сахакадемическом драматическом театре имени Юнского состоится большой музыкальный спектакль-комедия «Аршин Малалан» по комедии великого советского композитора Узейра Гаджибекова. Мы вас ждем, наши артисты играют только для вас.